Наджмуддин Рахман – один из тысячи уйгуров, чьи родственники попали под репрессивную машину китайских властей. Проживающий на данный момент в Голландии, Наджмуддин рассказал, что в последний раз разговаривал со своей мамой в 2015 году. Его отца Махмута Рахмана осудили на год и посадили в тюрьму, а младшего брата забрали полицейские. По словам Наджмуддина, его семью обвинили в политическом преступлении только из-за того, что они поддерживали связь с сыном и отправляли фотографии через китайский мессенджер WeChat. Последние 3 года я не имею ни малейшего представления, что стало с моими родными. Только в октябре 2018 мне стало известно, что мой дед Рахман Идрис, которому было 90 лет, скончался в одном из лагерей политического перевоспитания, говорит Наджмуддин. Это не единственный пример разлученных семей, разбитых судеб и беспредела китайских властей, так как тысячи мусульман-тюрков находятся в таком же положении, что и Наджмуддин. Совместное предприятие компании Астальди и IC Holding ведет переговоры с иностранными компаниями, в том числе и китайскими корпорациями, о продаже своих акций на мост Султана Явуза Селима, сообщило информационное агентство Bloomberg. По словам руководителей и менеджеров предприятия, компания Астальди планирует продажу всех своих акций, что составляет 20% от общей доли. Остальную часть акций выставит дочерняя компания корпорации IC Holding IC Ичташ, чья доля в предприятии составляет 80%. В результате экономического кризиса и санкций США против корпорации Huawei, китайские власти начали принуждать граждан отказаться от продукции Apple. По сообщениям газеты South China Morning Post, доля продаж Apple на рынках Китая в 2018 году составляла 9%, а в начале 2019 снизилась до 7%. В свою очередь продажи Huawei выросли на 3%. СМИ Южной Кореи сообщили, что США принуждает Сеул отказаться от продукции Huawei. Однако Южная Корея предпочла не вмешиваться в экономические войны Вашингтона и Пекина, так как Китай является самым крупным экспортным рынком. После того, как Германия предоставила убежище 2 активистам из Гонконга, обвиняемым в преступлении против правительства, Министерство иностранных дел Китая призвало Германию проявить уважение к международному праву. По сообщениям газеты South China Morning Post, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лу Канг призвал Германию чтить законы, отказаться от влияния на Гонконг и не вмешиваться во внутреннюю политику. В течение 72 часов йеменские хуситы нанесли 3 удара по авиабазе, расположенной в Наджране. Телеканал Аль-Масира, ссылаясь на военные источники, сообщил, что целью хуситских беспилотников стали американские патриоты. Вчера в Стамбуле был организован традиционный ифтар, в котором приняли участие тысячи выходцев из Восточного Туркестана и активистов, борющихся за его независимость. В тот же день прошло собрание по случаю завершения курсов по уйгурскому языку и заучиванию Корана при Организации просвещения и солидарности.